Мы начинаем заключительный этап нашей работы, который в том формате, в той организации мышления, содержания, которые практикуют конференции ведущего университета, не менее важен, а иногда, ну и так бывает более содержательный, чем первые этапы, вторые этапы, третьи этапы. Это подведение итогов и рефлексия. Мы договаривались вначале, что мы начнем с некоторых обобщений или итоговых подведений или рефлексии работы в тематических сессиях, поскольку в этот раз наш состав конференции большую часть времени работал параллельно, то хотелось бы ничего не потерять и попытаться собрать все здобытки, которые, возможно, мы пропустили, находясь в других местах в это время. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы эти групповые доклады были больше похожи на доклады на наших играх, чем на традиционные доклады групп на конференциях и тренингах, когда, знаете, рассказывают, у нас было 5 докладов, значит, вот самое интересное, много интересного и все такое. В этом смысле, да, междисциплинарная коммуникация состоялась, и, в общем, процент понимания такой. Тоже хорошая форма, но я бы рассчитывала, конечно, этого нельзя потребовать, но я бы рассчитывала на то, что эти доклады о работе группы, о работе тематических панелей будут скорее содержать в себе ну, вот эти какие-то внески и то, что важно для рамок нашей общей темы конференции и для нашего общего понимания и углубления нашего понимания того, с чем мы имеем дело и как нам жить с этим дальше. Все ли группы готовы доложиться? Поднимите, пожалуйста, руки, кто собирается докладывать от групп. Ольга Оришева. Анна. Мы соберем. Вы соберем вдвоем, Андрей и Веденин, которого пока нет. Хорошо. Я не буду задавать порядок. Кто хочет начать, может выходить сюда. Ну, у нас секция немножко рассыпалась, у нас получилось, у нас было 5 докладов. Хорошее начало. Да. Прошли, в общем-то, по формуле 3+1+1. То есть первые 3 доклада Игоря Подгорина и Галины Русецкой, они как-то были тематически близки и стилистически, в общем-то, да, по типу дискурса. И еще 2. Но я все-таки скажу там про наш триумвират, да, про нашу тройку, потому что они проще всего какие-то обобщения строить. Но у нас получилось как-то немножко грустно. Ну, было тематическое единство в том плане, что вот, мы говорили о техниках себя, да, и, в общем-то, речь шла о техниках, где субъектом и объектом, субъект и объект совпадают. Да, то есть это скорее такой вот индивидуальная стратегия жизни, такой одинокий индивид. Вот почему грустно получилось? Потому что вот Подпорин развивал там тему, да, отталкиваясь от Фуко несубстанционального понимания субъективности, там как сингулярности, для превращения в которое нужно там полное опустошение, кеносис. Вот. И получилось, что, в общем-то, условием этой универсализации, этой сингулярности, способом стратегии универсализации является как бы признание, утверждение невозможности, да, какой-то конкретной стратегии универсализации, какого-то такого эмпирического направления, наполнения этой универсализации. Вот. У Галины Русецкой получилось, что вот любой дискурс об эмансипации общества – это, в общем-то, пустая речь, да, это дискурс, который находится в ловушке несвободы. Свобода возможна только как бы индивидуальная, прежде всего она возможна как признание индивидом вот, как бы собственной изначальной несвободы и реализуется как такое изобретение сингулярного языка, который позволяет совладать там, с измерением наслаждения. Вот. Но у меня получилось относительно оптимистично, потому что все очень неплохо, да, со свободой. Я могла спрятаться за широкой спиной Выгодского и сказать, что вот, чтобы быть свободной, нужно культивировать мышление, грубо говоря, в его структурных и динамических компонентах. Что нас еще объединяет? Вообще на секции не было другого, вот как я это подвела для себя. То есть нету на уровне, как я поняла, концептуальном, да,
ни у Выгодского, там, ни у Лакана, ни, насколько я поняла, в той системе координат, в которой говорил Игорь. То есть как бы не нашлось места совместности, там, совместному деланию, совместным практикам, ну, какой-то совместности. И мне не хватило этой совместности другого на организационном уровне, потому что вот чисто технически не хватило времени на обратную связь. То есть много незаданных вопросов. То есть было бы, конечно, здорово, если бы, по крайней мере, вот по 3 близким докладам было какое-то общее такое тематическое обсуждение, но вот чисто технически так не случилось, это жаль. Вот. И как будто нарочно, то есть, ну, доклад Наташи я не знаю, как интегрировать, если честно. Вот я могу как-то интегрировать последний доклад в общую картину Ирины Савеловой. Мы накликали себе другого, да, такого другого в плане вот как чужой, да, из фильма. То есть это такой дискурс, ну, я прошу прощения, сразу я скажу так, как я думаю, такой схоластической педагогики белорусского, совковой схоластической педагогики белорусского образца, вот, при том, что речь шла о поликультурности, то есть она для нас осталась инопланетянкой, да, и мы для нее остались инопланетянами, хотя речь шла, в общем-то, о поликультурности, как какой-то разомкнутости, в общем-то, да, интересе к иному. Вот. Ну, вот как-то так. То есть, знаете, мечта сбылась, и мы не рады. Да, и мы не рады. Игорь, я так понимаю, дополнит что-то. Я вдогонку буквально несколько слов. Значит, я думаю, что все-таки, да, несмотря на то, что там в первой части секции было, да, действительно тематическое единство некое, но нет, была все равно ощутимая разница дискурсивная. И вот последующие доклады, они, собственно говоря, только это подтвердили. В этом смысле их можно рассматривать как такую своеобразную симптоматику. О чем идет речь? Ну да, мы продолжаем разговаривать на разных языках. Нет, собственно говоря, такой цели, чтобы мы научились говорить на каком-то одном языке. Вот. Но тем не менее, проблема коммуникации действительно существовала, то ли ввиду отсутствия времени, то ли не знаю еще чего, но, по крайней мере, докладчикам вот, да, хотелось, чтобы им задали вопросы, но их не задали. Да. Вот, но их не задали. Ну и да, если вот отвечать опять же на это, да, причем вот та ситуация, которая у нас на секции обозначилась, я так понимаю, что она где-то подспудно вот проявилась даже и здесь, когда вот Светлана уже излагала свой доклад, и произошло то, чего я, собственно говоря, боялся в отношении этой конференции, поскольку возникла путаница с самим пониманием технологий, гуманитарных технологий. И, ну, если все-таки, опять же, задаваться вопросом о том, а есть ли мышление в текущем университете, хотя я так понял, что уже не надо на него отвечать. Надо. Каждый день. По вечерам. К сожалению, да, не было коллективного мышления. Вот, скорее, да, было некое теневое, скажем, мышление единомышленников, которое было никак не артикулировано, да, вот, сомышление какое-то. А, собственно, все-таки оно было, это мышление, если оно было персонализировано, да, к сожалению. Да, вот в том субстанциалистском смысле слова персональность. Ну, она на теневой экономике в Беларуси, только у нас теперь еще теневое мышление появилось. Коллеги, несмотря на то, что у нас рефлексивное подведение итогов, это все-таки скорее подведение итогов, поэтому я думаю, что ну, и вопросы, и обсуждение каких-то вещей в этом месте вполне уместны. Я надеюсь, что из-за того, что мы не смогли обсудить 3 доклада вот прямо сразу, это не пропадет, и еще будут возможности встретиться. Ну, это я просто ко всем, что к тому, что говорится, как бы тоже можно спрашивать, обсуждать, уточнять, если это имеет отношение к общей теме. Кто следующий? Это у нас была группа, которая работала под кодовым названием «Индивидуальность, субъектность и свобода». Андрей Егоров, который, я так понимаю, будет расскажет тем, кто пропустил этот момент длиной в 3 часа,
про то, что происходило на секции, которая называется «Игра и человек играющий». В общем, это была трехчасовая... Микрофон. Положи тогда микрофон, если ты не будешь пользоваться, зачем он будет? Это была трехчасовая сессия, такая выстроенная, как одно действие, которое осуществляла группа людей летучего университета. И, в общем, про что сначала идет речь в этом деле, что на протяжении в летучем университете, скажем так, летучий университет, который сам себя называет иногда как университет игры, на протяжении года, один год шел какой-то коллективный процесс, в котором участвовала группа людей, около десятка людей, которые вот что-то год вместе делали. Это все происходило, ну или начиналось и как-то разворачивалось в рамках курса «Общая герменевтика», который вел Павел Барковский. И помимо того, что этот процесс там как-то шел, люди, участвующие в этом процессе, пытались, в общем-то, ну, как-то осмыслить, от чего они делали этот год. То есть там была еще какая-то рефлексия этого процесса, и они пытались это описать в каких-то текстах, а кроме того, наснимать каких-то фильмов про это. И затем вот все вот то, что вот происходило, они взяли, ну и ужали в 3 часа, 3 часа, когда пытались как бы все это как-то суммарно изложить. Из этого всего, ну, в общем, ну, мне мало чего понятно, поэтому возникают там, ряд вопросов из этого. И эти вопросы, ну, примерно такого порядка возникают, что, ну, первый вопрос. Сами участники этого годичного процесса называют, что этот процесс был игрой. Они называют это игрой. Было ли это игрой, я как бы не знаю. Не знаю. Но относительно как бы самой этой игры, которая разворачивалась, ну, можно ставить вопрос не только потому, что была ли это игра, но а что это было тогда, если это игра, что за игра? То есть это мог быть чистый плей. Ну, люди вот забавлялись все это время, они очень погружены в процесс, да. Они, ну, как бы, есть эмоциональная такая привязка к тому, что происходит, они такие заряженные. Ну, просто объем подготовки вот всякого кино, которое на нас вываливалось, это тоже показывает там, уровень вовлеченности и ангажированности людей туда, но не позволяет ответить на то, есть это чистый плей, увлеченность игрой, либо это ну, имеет некие внешние формы и результаты, которые выносимы из этой игры, помимо самой игры. То есть это дает какое-то развитие или имеет какой-то там другой продуктный выход и так далее. То есть вот с этим как бы непонятно ничего. Второе, ну, поскольку весь этот процесс предполагал некий выход. Ну и там можно, во-первых, пронаблюдать, то есть это процесс, который шел в рамках форума курса, который был, но я так понимаю, не только, было какое-то общение между этими участниками. Он предполагал выход продуктного плана в виде текста. Там они передумывали разные формы там, презентации этого текста. Сейчас это какая-то такая диалог, пьеса, трагедия какого-то такого классического плана. Поэтому можно предположить, что это ну, есть какое-то коллективное творчество. Коллективное творчество. То, что под вопросом,
Ну и, в общем-то, если это что-то похожее на коллективное творчество, то из того, что было изложено, то есть непонятно, это такая вот такая Пьера Минаровщина, то есть Пьер Минар, это знаменитая байка там, Борхеса про Пьера Минара, автора Дон Кихота, который написал точно такое же произведение, как и Сервантес, только вот, ну, в наше время, в общем-то. И это повторение, ну, вот, изложение, грубо говоря, ну, очень примитивно, там, учебника по герменевтике в форме античной трагедии, или это как бы что-то новое, как бы иное, которое получается в результате этого дела. Ну, соответственно, если это творчество, можно ставить в художественной форме этого дела, ценности и так далее. Третья как бы штука, которая здесь возникает, это вообще целиком коллективное безумие. Я так понимаю, что ты версии пишешь сейчас, да? То есть да. это или это может быть и. Я пытаюсь понять. Это, ну, может быть, не знаю, как бы, может быть и, но как бы, если это, ну, коллективные игры вообще могут быть опасными, там, люди увлекаются и, ну, начинают. Поэтому чисто с гуманной точки зрения я бы предложил нам, в смысле, обратить на это внимание. Соображение безопасности тоже. Увлечения такого рода там могут быть, да, безопасные, но и это, в общем-то, определяет отношения потом. То есть, если это, ну, безумие, то надо заботиться о людях, не надо разбираться с тем, чего у них там в бреду, да, было. Как бы, если же это не коллективное безумие, а что-то за этим рациональное стоит, то это можно попробовать рационализировать и ценные зерна оттуда вынести. И четвертая такая как бы штука, это, ну, определенного рода, я не знаю, назовем это оппонирование. Ну, то есть вот в летучем университете есть там другие безумцы, ну, то есть вы все знаете, методологи, вот, отдельно они тоже там про игры, там, игротехнику и прочие такие формы. Там вопрос о коллективном безумии не стоит, тут давно да. решен. Но тем не менее, это вот другая как бы игра, которая претендует на такую снимающую форму, но что вообще очень волнует вообще в этом всем процессе, это его амбиции, да, потому что это выдвигается как, ну, такая снимающая форма коллективной там, игровой практики, там, сворачивающая в себе все современные достижения мышления, такая вот игра в бисер в самом хорошем смысле как бы этого слова, ну, соответственно, там, уже для методологов это некая такая другая форма мышления, оппонирующая как бы методологической форме мышления, да? Вот. Ну и вот это какого-то такого рода, как бы, вроде оппонирования. Мне вначале показалось, но на сей день, что нас просто троллят. Да? Но выяснилось, что люди вообще серьезные. Вот. Ну, то есть, это все, что как бы, я понимаю про как бы, то, что было. То, что вы ничего не понимаете, наверное, как бы это, ну, нормально. Я тоже ничего не понимаю, по большому счету. Но, вот, наверное, чего бы я рекомендовал, ну, это присмотреться к этому, тем более, что как бы, это будет продолжаться. В нашем университете, да, будет продолжаться. Поэтому я бы просто присмотрелся, если это имеет, ну, хотя бы некую рациональную составляющую, это нужно, ну, рационализировать и вывести, ну, навести критику, как бы разбор того, что происходит. Ну, если там есть что-то ценное, вынести. Но если там нет ничего ценного, ну, надо о людях подумать. Спасибо. Честно говоря, если бы, ну, вот не содержание там, этого действия, которое я вчера тоже наблюдала 3 часа, у меня как бы было бы простое, как бы, вполне там, предложение, есть в будущем университетский семинар, куда выносятся все штуки и предложения, которые имеют отношение или претендуют на то, чтобы иметь отношение к развитию университета, потому что, ну, насколько я понимаю, все-таки тот смысл этого действия, который предполагался, это не просто поделиться интересным, но и, в принципе, сделать некую заявку на то, что у нас вот, в недрах летучего появилась, ну, как бы новый инструмент развития, новая гуманитарная технология, новая игра. Но вот я понимаю, что для такого предъявления нужно искать какую-то совсем другую форму, чем та, которая была вчера, поскольку из этой формы, в общем, тяжело действительно что-то
вынести. Если она будет найдена, то я думаю, что найдена самими игроками в этом месте, то я думаю, что следовало бы попытаться еще раз. Спасибо, Андрей. Олег. Да. Спадщина історія як об'єкт інструмент гуманітарної практики. На диво наша секція, типа панель, була тематично цельной. И вот так само мое певне здивление, что она была такой технологична. Сапраўды про аспекты трансляции и конструирования велося падчас всех этих 4 докладов, які прогучали, і так само падчас тих бурлівих дискусій, які відбувалися. Я закранал аспект функціонування концепта Літви у сучасной белорусской гістарыграфіі. Ну, вядома, я не буду пераказваць все эти пункты. Но вот такая важная идея, яка мне падалося, яку необходимо отзначить, это то, что белорусская гістарыграфія насамрэч на сёння мае даволі цікавыя такие дыхтоўныя распрацоўкі, может быть, локального плана, что альбо по теме хоронима Литва, альбо по этничному выполнению этого термина. А вот між тим, той сферы функционирования идей, это отбывается и сродком массовой информации, и социальной сетевой, и массовой сведомости, поміж этими напрацовками, вот этой сферы функционирования, мы констатуем колоссальную прорву. И видите, мы пришли до висновку, что это вельми небезпечно. З одного боку, ми маємо ситуацію возникнення разных химер, некие версии, уже не одна версия, некие версии литвинизма, которые могут быть выкористаны и в політичних проєктах. З іншого боку, ми маємо так само з'явлення социального и культурного расизма. Ось, наприклад, що Олесь Біл вельми активно озвучує на сторонках Фейсбуку. Я бы, может быть, это его имя и не называл, бо я долго игнорировал этот дискурс. Но теперь мы бачим, что он має потенційно колоссальный потенциал деструкции. Ось коллега Ольга Иванова, да? Ольга Иванова з архіву вусної історії, вона закранула інші травми, вспомини дітей репресованных по справе польских шпионов, передвоенная история. Потому что была проведена немалая праца, видите, я ще ж таки еще раз з докладу переконався, наколькі вусна історія, вусні вспомини, наша пам'ять підлягає трансформації. Так? І наколькі з гэтым треба осторожно працаваць. Алексей Чубат паспрабаваў поставить себе звонки и проанализовать конструирование в образу историчной Литвы, Великого княжества Литовского у сучасной Литовской республиці. Насколько я разумею, на его попливала саме встреча гучна на цьому тижні з Томасом Венсловым, яка відбувалася у Мінську. Ну, видите, он таким выступил абсолютным пессимистом, Алексей, так, потому что вот с его слов виникало, что то, что отбывается у историчной політиці Литовской республики, вибудовує непрозрыстую межу порозуміння, стіну у порозумінні поміж Литвою, сучасной Литовской республикой и Белоруссию. Ну, я бы, может быть, эту тезу прийняв би, как он
так само равнолежно проанализовал бы и белорусскую ситуацию, бо я нам пропоновал только литовскую ситуацию. Ну, а вот Татьяна Прочка вырашила так зусім технологично подойти до ситуации, и она пропоновала свои назирания по спробах организации краезнавчего руху на локальном уровне, вот своим Смолевическим районе, да, где она теперь, так разумею, вот, и живе, и при том, что она полна энтузиазма подобному керунку деятельности, и что подобный керунок деятельности может быть запотребован и підтриманий від самого верху у Беларуси на низовом уровне. Развитие этих инициатив стыкается вот у нас с великими проблемами и юридичного плана. Ну, а огулом, будучи вот вынік нашей сегодняшней дискуссии, а это было еще перед обедом, еще был реальный час, могу сказать наступное, что спадщина по выніках нашей дискуссии потребует не только такой актуализации, але так само и конструювання. Дякую. Я так понимаю, что вопросов и добавок нету. Последняя группа у нас социальные процессы и технологичный осяродок. Иван Веденин. Я стараюсь быстро засхематизировать доклады и сделать попытку некого синтеза. У нас была короткая секция, в смысле мало людей, 3 человека, и так получилось, что у нас такая инженерная секция. То есть у нас архитектор, я как инженер, программист, и еще Михаил, я так понимаю, тоже из инженеров. Первый доклад был от Ольги на тему градостроительства и как технологические уклады влияют на идею города. Была предложена линейка технологических укладов от 1 по 6, но схематично можно представить так, что вот, она так подробно остановилась на как третий технологический уклад влиял на облик белорусских городов и смена с 3 на 4. То есть вот на примере одного из района Минска, это тракторного завода, как там были представления о человеке и некая система отношений, которые повлияли на то, как выглядит район. То есть и это город версии 1. После этого произошла смена некой вообще технологического уклада с 3 на 4, и, скажем, система отношений поменялась, и стал продуцироваться город 2, некие большие такие, кластеры, промышленные узлы стали возникать. Вот. И для нее проблема является в том, что в одном городе, в принципе, эти 2 города начинают конкурировать, город 1 и город 2. А в то время, пока у нас так, весь мир ушел вперед, уже к 6-му технологическому укладу, и есть города, которые уже вообще в новой парадигме. И, соответственно, тут вопрос развития городов заключается в том, как на пространстве одного и того же города вот эти все изменения, идущие один за другим, применяются, это с одной стороны, а с другой стороны, вот если первые советские архитекторы, когда проектировали город с нуля, они как-то еще закладывали, какой человек должен жить в этих районах, как он должен жить, то постепенно, при переходе, человек вообще вычеркивался из этой идеи, и города уже строились как такие технологические объекты для такого крупного производства. То есть превращались в такие человейники, где, вот если, например, тракторного завода, по-моему, 4-этажки, тут уже 9 и выше, то есть такие огромные нагромождения. То есть первый доклад. Второй был моим докладом, это я рассмотрел систему крауд-технологий, где есть позиция автора, есть позиция потребителя продукта,
продукта, есть экран, есть позиция коммуникатора, ну и есть позиция такого соучастника, назовем так, и есть позиция технолога. То есть, ну и задача вот, крауд-технологий — это помогать автору выводить его, производить его там творческий продукт, который он задумал, с привлечением вот этих большого количества соучастников с помощью коммуникатора, ну и чтобы в итоге скажем, этот продукт достигал своих потребителей. И разряд, скажем, гуманитарное измерение этой всей схемы заключается в том, что человек может самоопределяться в разных позициях и тем самым получать больше возможностей на то, чтобы упорядочить свою жизнь. То есть он теперь становится субъектом, управляющим тем, в каком окружении он живет. То есть соучаствуя в различных творческих проектах, самим становляясь автором, ну и даже если хватит сил, становляясь технологом этого процесса. И вот, переходя к следующему докладу Михаила, он уже как раз из позиции этого технолога рассказывал, как можно организовать управление с помощью вики-технологий. Управление в широком смысле, ну, государства, общества и так далее. Я эту схему для себя воспроизвожу так, что вики-технологии основаны на идее управления через текст. Вот. То есть, и они достаточно повторяют эту схему. Есть некий авторский коллектив, который производит текст. Есть читатели этого, вики-текста. Важное уточнение. Есть читатели этого текста, которые могут использовать этот текст для того, чтобы упаковывать знания, а могут использовать там некой деятельности. Внимание Михаила больше было приковано к авторскому этому коллективу, который рождает текст, в том числе в виде неких дискуссий, и руководствуется там правилами вики-сообщества, которые позволяют этому тексту быть, скажем так, продуктом коллективного творчества. Там много ролей в этом сообществе авторов, но как производный текст является уже таким определенного рода компромиссным вариантом между борьбой разных точек зрения. И этот текст уже управляет каким-то большим обществом. Ну вот это 3 доклада, не знаю, насколько я смог вести для тех, кто не был. Значит, и пафос Михаила заключался в том, что вот через эту технологию можно организовывать управление. Например, вопрос, что им удалось уже поуправлять, то есть они свою организацию выстраивают вот по этой технологии. То есть у них есть вики-хранилище, в котором можно проследить всю историю развития их организации, смену идейных каких-то оснований, идеологических, которые там разворачивают. Но это все можно отследить, и она является в том числе как такое место обучения новых членов. Вот. И если проводить некую сборку вот этих 3 докладов, то уже было от Ольги интерес, как можно в Википедию бросить некую интересную для нее информацию о Минске, в частности о сохранении как некого архитектурного памятника района тракторного завода, вот как некой единицы, для нее представляющую ценность. И через вики-текст как-то это зафиксировать, чтобы это стало каким-то достоянием общественности и стало полем для дискуссий. То есть бросить через текст именно вот эту проблематику, которая волнует. И в принципе, если так задаться вопросом, а как бы можно было вот эти технологии применить уже в более крупном масштабе, можно было подумать, как
с помощью этого вики-текста управлять более большим объектом, например, Минском. То есть и как можно было бы устроить такую коллективную дискуссию по поводу того, истории Минска, проектов развития Минска и так далее. Ну, это уже как такая утопическая перспектива. Если Татьяна хочет что-то добавить. Утопическая перспектива, это хорошо. Татьяна хочет что-то добавить? Честно говоря, у меня от этих докладов было общее впечатление о том, что они все как бы предлагали, скажем так, использование некоторого технического решения, в данном случае там, технических платформ, интернет-платформ, для, скажем, актуализации нормального человека, в смысле такого нормального, обычного представления о человеке, у которого в, допустим, белорусской ситуации, может не только в белорусской, отняты какие-то возможности, например, там, соучастие или там вкладывание куда-то и так далее. И вот эта, как бы техническая часть, позволяет, в общем, достраивать те функции, или развивать какие-то функции, которых у него не хватает. Собственно, я бы сказала... Протезирование такое, да. Вот такая комбинация технической, человеческой системы. Спасибо. Спасибо, Татьяна, спасибо, Иван. Теперь мы все знаем все и можем переходить к самому последнему этапу. Надеюсь, все еще живы, в состоянии и готовы к серьезному, ответственному проведению итогов. Все живы там? Сейчас у нас есть время для отношения к конференции как к событию, к тому, что здесь говорилось, слышалось, происходило, делалось в рамке нашей общей темы техники и технологии человеческого. Как вы помните, начиналась наша конференция только вчера утром с проблематического сюжета грехопадения и с некоторой констатацией того, что хотим мы того или не хотим, жить, оказаться вне рамок технологического отношения, в том числе гуманитарных технологий в современном мире, в общем-то, невозможно. Либо вы будете иметь к этому отношение как осмысленное, рациональное, понимающее как субъект, либо как хотя бы тот, кто схватывает и понимает, что происходит, либо в качестве объекта. И мне кажется, что достаточно много напряжений в ходе этой конференции возникало вокруг разных аспектов, разных сфер в этом месте, с субъектностью, с этикой, с инструментами, с возможностью технологизации вот в таком массовом смысле. И сейчас все, кто имеет что сказать, хорошего, важного, понятого, имеют для этого возможность. Я думаю, что если вам очень необходимо что-нибудь сказать, в том числе, про организационные вопросы или что-нибудь личное, это тоже можно сделать, хотя мне бы хотелось, конечно, чтобы это больше было сосредоточено на том содержании, которое здесь обсуждалось и происходило. Все-таки это конференция, не игра. Надеюсь, что другого рода вопросы и конфликты мы сможем снять в обычной коммуникации. Регламент 5 минут, не больше. Рефлексия не является обязательной, но, в общем, желательной. Это место, это последний шанс в рамках этой конференции внести свой вклад в понимание и развитие этой не просто важной, в общем, такой, очень важной темы. Ось коли ми, хтось зараз хочу сказати, але певним чином неяк апелюю до розных докладов. И ось мы немало говорили в тым ліку Татьяна про то, что про техники створения места для мышления, в тым ліку продукции тых, на кем это мышление разворачивается. Ось, то это питание такого, чи можем мы, як літучі мислителі, як человечество, мислить про певні виклики. Ось. Але на цій конференції зовсім не було
про те технології, як ми, такі критичні статті, там, не знаю, Білорусь, там, человечество, это робили. То есть питання того, чи можемо ми мислити там на повні ринки і чи робимо це. Тобто, откуда возникає це питання? Вот, наприклад, є такий гипотетичная теория, которая называется технологичная сингулярность. Тобто, это не та сингулярность, яка у нас там была сегодня, и она как бы каже про те, що в некоторый момент технологичное развитие будет настолько там, худким, что мышление человечества перестане за ним поспевать. Ось. Хотя з іншого ракурсу, якби, є там всім відома така установка, що там філософ він повинен не описувати то, що відбувається, тобто так догоняючим бути, а непосредственно ось, визначати, там, изменять этот свет. Тому ось є така проблемна зона, і питання, з одного боку, ми про це зовсім нічого не казали, тому що это якби неотказность там, вот, не знаю, летучего университета, ті просто руки не дошли до этого, ті, ну, короче, вот подвечное такое питание, там, и у тем лику, ті отказность это только самого мышления, ті, там, какие технологии до этого треба притягивать, как у тем лику само мышление, но не стало такой вымирающей зелом. Вот, такое турбование мышления про самого себя. Вот. Все? Да. Спасибо. Следующий. Так, ну, думаю, почему мне трудно говорить. Сообразила. Мне трудно как бы дать такое целостное ведение конференции, потому что, к сожалению, вчера я была всего лишь несколько часов, первой половины дня, а сегодня, получается, ну, я сразу попала на работу там, секции, да, то есть мы работаем изолированными секциями. Это тоже добавляет такого ощущения фрагментарности, но от этого, скорее, все-таки неуютно. Да? В прошлые разы как-то было по-другому. Но у меня есть такое техническое замечание, напоминание. Если не ошибаюсь, еще в прошлый раз, после прошлой конференции, Татьяна Щитцова говорила о том, что неплохо было бы делать пленарный доклад, такой обобщающий. Да, то есть, может быть, если мы там работаем с определенными терминами, да, то есть доклад, как бы, насколько я поняла, дающий как бы историю развития феномена или основные семантические поля, да, ну, чтобы создать, ну или как бы укрепить то, что там Владимир Маскевич любит называть трансцендентальным единством и перцепции. То есть, возможно, даже этот доклад не должен быть индивидуальным, а коллективным, да. Вот. Вот. Мне кажется, что что-то такое стоило бы попробовать. Вот. Ну, у меня все. Спасибо, Ольга. Нет, я не буду вызывать. Давайте будем играть на нервах друг друга. У меня было 3 таких момента. Первый, который бы хотелось озвучить. Первый связан с такой общей, ну, не оценкой, а рассуждением про конференцию. Вот, ну, мне кажется, тема не раскрыта получилась по разным причинам и по-разному не раскрыта. С одной стороны, и я говорила про это в самом начале, и вот сейчас Илья про то же сказал, да, очень много аспектов, которые, как мне казалось, ну, изначально очень важны. Ну, например, в том числе там, соотношение вот этого гуманитарной составляющей с этим развитием техники или там, технологий новых. Но, опять же, как я говорила в начале, мы имеем то, что имеем. Да? Ну, как бы никто не предложил раскрыть эту тему, и она не раскрыта. Да? Означает ли это, что в этой стране нету никого, кто мог бы это сделать? Я не знаю, скорее всего нет, но по некоторым вопросам, возможно, и да. Да? И ну, в этом смысле
Для меня тема не раскрыта, ну, в том числе потому, что мне кажется, что мы про это очень мало думаем, в принципе. Что касается уже того, за что мы все-таки брались и обсуждали, вот, опять же, возможно, это мой взгляд, потому что я тоже была на секциях, не ходила. Вот то, что еще подлежит обсуждению и рассуждению, это скорее связано с техниками человека. Ну, по крайней мере, сегодняшняя секция наша, она так показывает, что ну вот про это нечто есть, про это мыслится, про это разворачиваются какие-то концепты. Если не практики, то концепты уж точно. А вот про гуманитарные технологии, в которых человек связан с другими иноприродными объектами, не человеком, да, я не знаю, с техническими системами, с институтами, с материально-технической базой. Вот по этому поводу, в общем, мы практически ничего сказать не можем сейчас. И вот я немножко про это сказала, когда добавляла к Ивану, а там, где мы видим это сочленение человека и неких технических систем, то там речь не идет, например, о размышлениях о новом человеке. Я не в смысле, которого нужно сделать, а в смысле современном человеке, да, изменения в какой-то природе человека. Там идет скорее речь о вот этом протезировании, да, то есть про человека, про которого мы знаем, там, традиционного модерного общества, и как мы ему доставить в нашей ситуации протезы, чтобы он, в общем, хотя бы таким был. Вот. И мне кажется, что да, тема у нас получилась не до конца раскрытая. И третий момент, почему она оказалась не до конца раскрытая, это Игорь это отмечал, и Ольга к этому апеллировала, что у нас, в общем, очень мало представления, что же это такое имелось в виду, даже не под гуманитарными технологиями, а вообще там техники, человек-техники, техническое воздействие на человека. Я не уверена, что это решается пленарным докладом, особенно пленарным, когда уже все готовы. И вот по большому счету, первый доклад Владимира Москевича, он что-то такое вводил. Но это же совершенно не значит, что все дружно стали работать с тем содержанием, которое было предложено. И в этом смысле второй пункт, мне кажется, что эта конференция была менее удачной, чем более удачной, которые у нас проходили, потому что как раз у нас были такие случаи, когда при наличии очень разных языков, при отсутствии вот этого, вводного рамочного доклада, к которому все апеллируют, мы как-то, выстраивался некий, даже не диалог, а некое общее поле, в котором мы двигались и разворачивали, да? Мысль, не все, наверное, но у меня, в этот раз не было ощущения этого общего поля, возможно, это связано и с секционной работой, но думаю, что не только. Потому что все же у нас там был первый пленар, и, с чем это связано? Не знаю, я, наверное, сейчас не скажу, может быть, со слабой готовностью к теме, да, к тому, чтобы обсуждать и двигаться рассуждать, двигаться в этой теме. И последнее, что я хотела сказать, это возвращаясь к своим страданиям вчерашним, по поводу возможности либо невозможности образовательных или вообще гуманитарных технологий. В сегодня на докладе Света я, поскольку мы там апеллировали к Летучему университету, у меня возникла новый вопрос или новая проблема, да, по отношению к уникальным объектам. Уникальным, разовым. В общем, многие объекты там разовые. Вообще осмысленно ли говорить о технологии или это некое программное разворачивание? Потому что технологии все-таки это то, что отчуждается, и предполагает некоторую, выпуск массовой стандартной продукции, какой бы она ни была. И это задумчивость, с которой я ухожу с этой конференции, но тем не менее всем спасибо. Возможен ли массовый выпуск индивидуальных продуктов, индивидуальности? Спасибо, Татьяна. А реакции можно? Да, можно, в принципе. До теми нераскритості того, що якби шмат питань, які не были проговорены, такая больше организационная ремарка в плане того, что коли мышление коллективное, то чему программа
конференция, она как бы пишется так, ну, не левым Право коллективом. налево. Что? А как она должна писать? Ну вот, наприклад, взять того ж, в принципі, Романа, да? Тобто я полічу, що він добре виписався, якби я пропонував тобі, давайте от його запросимо. В принципі, коли б, допустим, яку сітку, там, питання, які треба було там, ну, обучить, створити, і потім, не знаю, дайте можливість, ну, кожному подумати, а хто б мог би це розкрити і запитати Вот його. объясни мне, Евген, пожалуйста, да, когда объявляется конференция и вывешены темы, с которыми можно работать, что как бы, мешает тебе, собственно, ты это сделал, ты предложил Романа. Да, просто тут криху, ну, Вот інший формат, то есть, что вывешено, это пропонуешь, что ты себе пропонуешь. А то есть, Слушай, что... ну вот тебе же не помешало пропоновать кого-то другого, да? Мне не помешало пойти к кому-то и предложить, да? Вот, понимаете, вот, ну, не надо, ну, для меня это как бы глупость, да? Большая глупость пытаться устроить так, чтобы всем проходящим мимо было удобно, но все равно никто из проходящих мимо не будет делать этого. Если ты заинтересован в раскрытии этой темы, ты притянешь того, кто будет заинтересован. Ну так, але ще є задача декомпозиції, ну, в этой темы. И тогда она индивидуально отримується. Какая? Не знаю, вот, а які от, ну, такі, які секції кого треба запрошати? Секции сложились из того, кто появился, заявился на доклады. Если мы начнем строить как бы... Чтобы с конца отрималось. Конференции ведущего университета всегда имеют тему, которую невозможно тематизировать или очень глупо тематизировать и разбить на те вопросы, которые абсолютно необходимо рассмотреть конкретно, как бы до того, как она собралась. Ну, как бы это не тот подход и не те объекты, с которыми можно работать. А если ты хочешь попробовать коллективно что-нибудь писать, в смысле текст, особенно программу, сходи, пожалуйста, сначала вот на форум, там, где пишут коллективную пьесу. Нет, а тільки там Іван казав про вікітекст. В принципі, це так само. Ну, тобто, наприклад, та ж конференція, вона там, ну, не... Ну, Евген, ты же понимаешь, что вот сейчас начнется ярость и... Что сейчас происходит? Евген дает мне консультацию, как в следующий раз сделать конференцию так, чтобы там была раскрыта тема. Ты не берешь. Ну, чего ты не берешь? Ну, хорошо, Евген организует тематизацию следующей конференции. Причем этот сюжет для ведущего университета не менее парадигматический, чем грехопадение. Он разворачивается вот из раза в раз, из ситуации в ситуацию, из мероприятия в мероприятие. Невозможно просто. Мне на самом деле очень, мне кажется, короткое замечание. То есть, ну, общая оценка, я так просто сидел и думал, вот как она мне в целом конференция. Тут было вот... Если говорить о технологиях, то есть, ну, как это, изобретатели технологий, те, кто предлагают некие, ну, как бы инновации вот, в создании технологий, а есть те, кто употребляют. И вот у потребителей технологий тут, ну, раз-два и общался. И вот мне кажется, вот провисание, вот звучит доклад, а потом как бы, ну, такая тишина повисает, вот отчасти потому что, ну, некому было, ну, скажем, попытаться из самоопределенной позиции как бы у потребителя ну, вот, вытащить из доклада что-то, чтобы начать отвечать для себя вопрос, а как я это могу встроить там туда или иначе. Ну, вот. А где тишина? Чего? От тишины от вас не дождешься. Нет, ну, теоретические там споры, конечно, ну, то есть обсуждение часто было, ну, в такой в теоретической области. Ну, типа, ну вот там... Ты сейчас ругаешься, когда говоришь в теоретической области. Нет, я говорю, что работа шла в идеальном плане без рамки употребления. Как я буду эту технологию реализовывать? Ты про что сейчас конкретно? Практиков не хватает. Я понимаю, где в докладах ты не нашли реализовывать технологии, в котором из? Ну, вот эта вся секция там из 3 докладов Подпорина, Оришева. Так а там не было по технологии ничего. Было. Ну, техники, да. Было. Ну, никто не пользовался. На кушетку, Иван, я вам Да, я тоже только что хотела сказать, что там, по-моему, все просто. В этом месте остановись, сразу практика и вперед на консультацию. Я, в общем-то, хочу сразу сказать общее впечатление. Но я ожидаемо разочаровался в формате конференции в который раз. Спасибо. Я ожидаемо в нем разочаровался, в особенности на вчерашнем пленарном заседании. На секционных у меня было попроще. Потому что, например, идет такое достаточно глубокое, содержательное
вбрасывание со стороны Владимира Мацкевича. Что я вижу? Я вижу, что преимущественно вокруг люди сидят, листают фронт-ленты Фейсбука, листают ленты новостей в своих планшетах или ноутбуках. Кто-то готовит презентации или там просматривает свои какие-то посты. И, в общем-то, я думаю, а вообще это почему так происходит? Там, Мацкевич какую-то фигню говорит. Да, человек не авторитетный, что его там слушать не хотят. Вроде как и ни то, ни другое не скажешь. Но я, по крайней мере, так не скажу. Да? Я начинаю тогда думать, что, возможно, вся фигня в том, что это формат конференции виноват. Потому что у нас есть уже определенное представление о том, что такое конференция. Да? Это возможность куда-то прийти, посидеть со скучающим видом на определенных докладах, ну или сделать внимательное лицо и в это время закоситься туда, где идет твоя жизнь на самом деле. А вот все это бла-бла-бла, ну в крайнем случае потом можно там в виде текста глянуть или же не глянуть, да. И вообще, что мы из конференции выносим? Ну, в лучшем случае, каких-то пару идей, которые нас там зацепили. Ну, в общем, это все. Павел, ты про себя? Ты про себя сейчас говоришь? Я и про себя в том числе говорю. Понимаешь? Для меня тоже очень часто конференция — это в лучшем случае пару мыслей, которые меня зацепило у докладчиков, которых я внимательно выслушал. Да, это в лучшем случае, если конференция содержательная. Есть конференции, где вообще ничего не выцепишь, ни формы, ни содержания. Ну, наша, слава богу, не такая, но тем не менее, даже в этом формате, что у нас проходил, ну, я ловил себя на мысли о том, что половине аудитории то, что происходит, было, ну, по меньшей мере, неинтересно. Зачем они были, это уже другой вопрос. И как бы я это вот ловлю на докладе Владимира, там, на других докладах пленара. Там, на моем выступлении тоже часть людей точно так же сидела в своих фейсбуках. Ну, правда, под конец нашей секции даже самые стойкие фейсбучане отбросили свой инструмент мышления, чтобы наконец понять, что с ними такое делают и когда это наконец все закончится. Вот. Но, как мне показалось, вообще самая удачная форма из того, что проводилось в Летучем университете, ну, по моему субъективному ощущению, это те проектные сессии, которые мы ладили, ну, в частности, я думаю, для себя с Томом все время упоминаю нашу, например, проектную сессию по содержанию образования, которую мы когда-то давно проводили. Вот. Для меня она запомнилась ярким образом нашего образовательного идеала, да, того жидкого терминатора, здоровья в виде другого в себе. Да? Очень поэтичный, на мой взгляд, философский образ. Вот. Там может быть такой формат, где чередуются некоторые тематические вбросы в виде выступлений с проектной работой, когда ангажируются все участники, и за счет этой совместной работы у них что-то происходит совместное, нарабатывается навык коллективного мышления и деятельности, тогда вот этот формат, мне кажется, имеет какую-то продуктивность. Традиционная форма конференции, на мой взгляд, отживает, и мы ее где-то искусственно мумифицируем, искусственно бальзамируем ее труп и пытаемся на этом старом формате еще что-то выжить, хотя сами понимаем, что лучше бы нам с этого паровоза уже, наверное, пересесть на что-то другое. Но это такая моя общее понимание. Чем я как бы могу быть удовлетворен, это тем, что, например, было сделано нами на нашей секции. При всех тех оговорках, что вы слышали, наверное, и в кулуарах, и вот сейчас от Андрея. То есть мы, конечно, поступили как последние сволочи. Мы где-то выкрутили людям мозги, где-то совершенно изнасиловали их подобной формой вбрасывания материала и вот всем тем, что происходило. Да? И все упреки, что нам сыпались в основном и продолжают сыпаться, это в том, что мы были малоинформативны. То есть мы там не донесли какую-то свою мысль, которую мы должны были бы донести. Ну, чаще всего, да. И как бы, ну вот, наверное, методологи 70-х, как методологи 90-х и 2000-х меня поймут, что, наверное, это было бы совершенно невозможно сделать, по крайней мере, в этом формате,
и в этих временных рамках, ну, это примерно как вам пойти в неподготовленную аудиторию за 2-3 часа рассказать, что такое ADI, да, и где вам будут задавать сакраментальный вопрос, ну, много теорий и схем, а что это вообще такое? Или дайте нам полчаса поиграть, а мы тогда, может, и поймем, что это, круто это или не круто, да. У нас тоже совершенно не было такой задачи вам что-то рассказать и донести как объем информации, просто потому что это все равно бы ничего вам не дало. То, что мы сделали, это во многом такой политический ход. И я очень рад, что в нашей секции были вот такие люди, как Андрей Егоров или Оксана Шелест, которые, например, восприняли правильно этот ход, увидели в нас того другого, который пытается что-то заявить. То есть мы там взорвали свою маленькую атомную бомбу, да, а она как-то отозвалась, что-то сделала как эффект. Но, соответственно, что это такое и как к этому относиться, это уже, в общем-то, ваше дело. И в этом плане Андрей может прав. То есть вы можете относиться к этому как к интересному эксперименту, который вы можете изучать. Можете относиться к этому как к тому, что надо скорректировать, убрать коллективное безумие из стен почтенного учреждения. Да? То есть это уже будет ваше дело. Мы, в общем-то, просто заявили о себе. Заявили, что мы есть, что нас не может не быть в таком качестве. 1 минута осталась. Да. В общем-то, если было больше времени, я бы вам, конечно, привел интересную рефлексию Сергея Неборского. Он, к сожалению, не может присутствовать по объективным обстоятельствам сегодня. Но поскольку времени нет, я ее не могу привести, хотя она, конечно, может быть, пояснила какие-то вещи в его представлении о происходившем. Но, в общем и целом, я хочу сказать, что, обобщая, что мне кажется, нам все-таки надо еще задумываться над тем, куда мы движемся не только в плане содержания, как нам развивать какие-то проблемы мышления в летучем университете, но и подумать все-таки о форме и формате. Мне кажется, что вот этот традиционный формат конференции все-таки уже под вопрос. Все-таки уже надо двигаться куда-то дальше, а вот в таком виде, ушли, скажем так, ушла та команда мэтров, которая обычно вытягивала на своих плечах содержание конференции, и мы видим примерно, что происходит. Я хотел много чего говорить, но придется сильно ограничиться только темой конференции гуманитарными технологиями, причем обратить внимание придется на ошибочное отношение к гуманитарным технологиям. И чтобы это ошибочное отношение вскрыть, я воспользуюсь разговорами в процессе этой конференции с несколькими людьми, как в режиме конференции или докладов, так и в перекурах, как, скажем, с Куфтелиным, там я какие-то аналогии находил и так далее. Представим себе гуманитарные технологии по аналогии с, скажем, растениеводством, с агротехнологиями. Да? Есть некий цветочек, там рисуется, да? И ошибка в отношении к агротехнологиям описывается в этой даосской притче про Лао Цзы, который приходил на рисовое поле и тянул ростки риса, чтобы они быстрее росли. Рис, ростки риса и все растения растут сами. Никакого отношения к их росту мы не имеем. Но мы можем таким или иным образом вспахать или вскопать грядку. Копание грядки, то есть материал земля, инструмент лопата, и усилие человека. Мы копаем грядку, а растения как росли, так и растут, либо не росли и не растут. Мы начинаем поливать землю, дозировать воду, удобрения, светло, тепло и так далее. И это все технологии.
Соответственно, как говорил, там теплицу можем построить над этим всем. Это технологии. И тогда, как бы, если мы переходим дальше уже к гуманитарным технологиям, то это примерно то же самое, что когда-то Хайдеггер в одной из статей, которая в сборничке «Разговор с философом на проселочной дороге», он, есть такое выражение. Чтобы понять сущность человека, надо отвернуться от человека. Отвернуться от человека, и технологии или гуманитарные технологии – это способ разворота, поворота сознания от того, что является предметом заботы, на то, что может стать предметом работы. И в этом смысле, я думаю, что наиболее продуктивным для меня был сегодня вот это вот собрание, заседание, пленарная секция, там, где Ольшева, Подпорин и остальные как бы выступали. И доклад Подпорина я бы вообще считал главным, потому что он позволяет перейти от как бы тематического, собственно, содержательного наполнения, которое Игорь провозгласил, да, через Фуко и там, к Сократу, о заботе о себе, к работе над тем, чтобы эта забота стала эффективной. Но опять же, возвращаясь к агротехнологиям, да, для чего мы пашем землю, для чего улучшаем качество там, инструмента, которым вскапываем грядки, для чего мы взвешиваем разные минеральные, органические вещества в удобрениях там, и так далее. Для того, чтобы заботиться о том, что там должно вырасти. А мы не дергаем это, не растим там еще что-то. Мы заботимся об этом, работая, технологически работая над тем, чтобы эта забота приводила к расцвету, к виднению. Да? То же самое с гуманитарными технологиями. С гуманитарными технологиями это, с одной стороны, разворот сознания с того, о чем мы должны заботиться. Но когда мы начинаем заботиться, мы в том числе заботимся, вот эта забота имеет очень хорошее название, по-моему, любовь. И вот когда Наташа Горелышева свой доклад делала, мне после многие говорили, что ну вот, непонятно, как-то он выпадает там. Он действительно выпадает по жанру или там по способу говорения, но он очень органичен, потому что, знаете, вот церковь, религия, я сейчас не говорю о Боге, о христианстве, я говорю только о социальных проявлениях, как и Наташа об этом говорила. И это одна из очень больших, длинных технологий, технологических цепочек. И там очень четко разводится, где забота, а где работа. И не путается одно с другим. Поэтому как бы, мы, в общем, много чего можем списать с этого, и в элементы заботы входит в том числе и любовь. А любовь – это такая штука, которая, неописуема. Она называема, но неописуема. Б, она предполагает уважение и свободу. То есть, любя, мы не запаковываем любящего в кандалы, там, то, что любим, мы проявляем максимальную заботу, которая порождает цели в нашей работе. И работая, мы создаем условия, которые можем, вот уже другая, вот смотрите, технологии поворот сознания с заботы и объекта заботы на работу, соответственно, постановка определенных целей, и это своего рода отчуждение. Отчуждение от предмета любви на предмет преобразований, превращений там, и так далее. Дальше происходит вторичное отчуждение. Отчуждение, когда мы говорим, у нас получилось вырастить прекраснейшую там орхидею, яблоню, сакуру там, и так далее. Да? И теперь мы умеем это делать. Умеем это делать, мы можем передать это. Что передать? Орхидею передать? Цветок, который мы вырастили? Да нет, фиг вам. Мы можем передать вот это. Как? Сделав раз, два, три, четыре, пять, в такой-то последовательности, вы можете, не будете иметь
а можете иметь прекрасный цветок. Сделав раз, два, три, четыре, пять, создав определенные условия, построив определенные там отношения, схемы и так далее, вы можете получить свободную, самоактуализирующуюся какую-то там личность, достойную любви. Да? Можете, но если оно заведется, потому что вы можете вспахать грядку или там, вскопать ее, засыпать ее удобрениями, правильно подвести воду, дренаж там, и все прочее, да? Ну, посадив туда плохие семена, вы не получите прекрасного того, ради чего все это делают. Точно так же, если у вас нету людей, которые стремятся стать, ну, имеют амбиции стать прекрасными орхидеями, я не знаю, как да, Декартами, Кантами, Филоникейцами или еще что-нибудь, вы ничего не получите. Все условия есть, а ничего не получается. Так вот, ошибка отношения к технологиям состоит в том, что мы думаем не о материале и средствах, инструментах работы, которая будет отчуждена, от предмета заботы и любви, и потом от автора всего того, что наделано по отношению к вот этим рабочим каким-то вещам. Да? А все осознание уперто, национально уперто в сам предмет. Да? Очень плохой садовник тот, кто стоит, вперился в любимые растения, в цветок, и созерцает, нюхает, протирает, холит и лелеет, вместо того, чтобы закатать рукава, раздеться и работать. С чем? С землей, с навозом и так далее, со всеми теми вещами, которые не входят в предмет любования. А педагоги, в частности, если мы возьмем одну из линий нашей конференции, это образование как гуманитарная технология, и то, о чем Светлана говорила, и то, в чем ее Егоров упомянул, назвав поколением, отжившим свое поколение методологов 90-х годов. В 90-е годы мы придумали концепт гуманитарных технологий. И думали, что мы созрели, или страна созрела к тому, чтобы их развивать. А они остановились. И вот сегодняшняя встреча с реальным практиком педагогики, который получает охренительные успехи, выраженные в процентах поликультурализма, показывает, насколько то поколение уже не методологов, придумавших гуманитарные технологии, а педагогов, упертых в предмет своей любви и заботы, отошло от того, чтобы пахать грядки, создавать все вот эти условия, чтобы дети, которых они якобы любят, становились людьми. 1 минута, Владимир Владимирович. Собственно, все. У меня осталось последнее слово. Это тема следующей конференции. И в этом смысле я бы оппонировал к Барковскому. Не бывает плохих форм коммуникации. Почти как не бывает плохих жанров искусства. Да? Все жанры хороши, кроме скучного. Вот мне не было скучно на этой конференции. Даже на вашей занудной демонстрации. Да? Слушайте, у меня было куча размышлений по этому поводу. Что это? Как я должен к этому относиться? Это прекрасный цветок, выросший на нашем навозе летучего университета? Или это сорняк, который надо выполоть, да? Я еще подумаю. Вот. А слово, которое я бы предложил в тему следующей конференции, оно из этого вытекает. Плох тот, не скажем методолог, скажем, как бы назвать человека, который причастен к летучему университету в качестве любого. Летун. Летученник. Давайте пропустим букву Т, образуем это от Луун. Люденит. Люденит это от игры скорее. Это орденская штука. Ладно. Люденит, Луун, там и так далее. Короче, плох тот, вот этот да, который скучает в ситуации хорошей, глубокой, содержательной коммуникации.
какой бы форме, в каком бы жанре, с каким бы занудством она не велась. И эта скука, и эта плохость, не побоюсь оценки моральной и какой угодно, да, определяется тем, что мы разучились учиться. Мы так сосредоточены на том, чтобы кого-то кому-то учить, особенно тому, чего сами не умеем. Да? Поэтому педагоги, как ты это назвала, эдукологи, дидакты там, и прочие как бы технологи. Да? А вот учиться мы не умеем. Поэтому тема следующей конференции по моему предложению — математика. Еще раз. Математика. Искусство учиться или получать удовольствие от занудных докладов Барковского. Это правильно. Ничего себе такая конкретизация, как назовем. Сразу пользователи, Иван, обеспечено. И сетку докладчиков. Пожалуйста, на вопросы разбейте это, вот, так чтобы мы могли подобрать, собрать всех заинтересованных в обсуждении этой темы. Спасибо большое всем. Закончилось наше время, совсем закончилось наше время. Ну и, в общем, кажется, мы все успели, что хотели, что могли. Единственное, что, ну, как всегда, в наших форматах работы, я уверена, что если было что-то ценное, действительно важное, действительно нужное, то, что вас зацепило, что вы не успели обсудить или договорить в это время, это будет обсуждено, договорено и доделано, если это действительно было важное, нужное, а не эффект ситуации и какого-нибудь эмоционального заражения, которое было. На этой конференции как никогда часто звучали апокалиптические прогнозы про кончину летучего университета и отмену всего на свете, но эсхатологические. Это технологично. Слушайте, надо взять презентацию Подгорина, раскрутить. Это технологический этап развития. Да. Возьмете, раскрутите, выучим все наизусть. Но я напоминаю вам, что эти прогнозы звучат чуть-чуть менее чуть-чуть менее часто, чем вопросы о том, а есть ли мышление. И это, в общем, один из инструментов критики, возбуждения, рефлексии, поэтому я с достаточно высокой долей уверенности готова видеть вас на следующей конференции Летучего университета. Даже тема уже есть, поэтому совсем все весело и определенно. Можно начинать готовиться. Уже даже оргкомитет есть. Оксана Ликушевич. Можно даже начинать готовиться, в общем, не откладывая на год, для того, чтобы не надо было нам потом вводных докладов. Все, спасибо всем огромное. На этом мы закрываемся.